Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Близится День Великой Победы. 9 мая мы отметим 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей Абхазии пройдут праздничные мероприятия. В Сухуми они традиционно начнутся с церемонии возложения цветов и венков к памятнику неизвестному солдату в 11 часов утра. Там же состоится митинг и торжественное прохождение подразделений Министерства обороны Абхазии, погрануправления ФСБ России в Абхазии. Откроется полевая кухня. В 12:30 на набережной состоится прохождение колонны «Бессмертный полк». Шествие бессмертного полка пройдет во всех городах и районах Абхазии. На набережной Сухума пройдет также велопробег «Спасибо за победу». А в эти дни в школах столицы уже проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, организованные Сухумской городской администрацией. Это утренники, линейки, лекции, беседы, просмотр видеофильмов, конкурсы чтецов, выставка материалов, посвященных Великой Отечественной войне. А 8 мая в 11 часов утра по набережной состоится конкурс рисунков на асфальте «Мир без войны», выставки рисунков и другие мероприятия. 7 мая в Сухуме на набережной Махаджиров у памятника неизвестному солдату состоялась генеральная репетиция торжественного прохода парадного расчета Министерства обороны Абхазии, 7-й военной базы Минобороны России, погрануправления ФСБ России в Абхазии в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимал парад министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. 11 пеших колонн, количество личного состава, задействованного в мероприятии около 400 человек. Чеканя шаг, молодые солдаты проходят мимо памятника неизвестному солдату. 74 года назад их деды и прадеды, воины-победители, шли таким же шагом по главной площади Советского Союза. Радует, что и сегодняшнее поколение хорошо понимает, насколько важен День Великой Победы. Сопровождать пешие колонны военнослужащих будет сводный оркестр, состоящий из духового оркестра Министерства обороны и оркестра 7-й российской военной базы. Репетицией командовал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба. Министр обороны поставил уже оценку «хорошо» за генеральную репетицию. С 4 апреля части подразделений Министерства обороны, 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии они также выделили личный состав по одной пешей колонне. Их общее количество 11, чем мы занимаемся. Личный состав готов к прохождению торжественного марша 9 мая. Затем в Министерстве обороны Абхазии состоялось торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие глава администрации президента Беслан Барсец, ветераны войны, личный состав Министерства обороны. Глава военного ведомства страны Мираб Кишмария поздравил ветеранов с наступающим праздником и пожелал им здоровья. Мы никогда не забудем подвиг народа-освободителя, отстоявшего в боях право людей на мирную жизнь. Это праздник, объединяющий все поколения наших граждан. Уже в первые дни той большой войны наши земляки сражались на фронтах Великой Отечественной, а экономика Абхазии перестраивалась на военный лад. Все для фронта, все для победы. Этот девиз на долгие 4 года определил жизнь миллионов людей. Сыны и дочери Абхазии, как и десятки миллионов жителей нашей единой тогда страны, гибли на фронтах войны, партизанских отрядах. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. Из 55,5 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии 17 430 не вернулись домой. Ветеранов Великой Отечественной с победой поздравил глава администрации президента Абхазии Беслан Барсец. Дорогие ветераны, уважаемый Мираб Борисович, уважаемые военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия, примите мои поздравления по случаю праздника Победы в Великой Отечественной войне. Желаю вам прежде всего мира, здоровья и благополучия. Этот праздник – праздник общей победы. Тысячи сынов и дочерей Абхазии сложили свои головы на полях сражений в борьбе с фашизмом. Спустя годы, на примере наших отцов и дедов, вам пришлось также достойно и героически защищать свою землю от агрессора. Память о павших защитниках Отечества навсегда останется в наших сердцах. Воинам, ветеранам долгих лет жизни и здоровья. С праздником Победы, дорогие друзья!
Беслан Барсет зачитал указы президента Абхазии Рауля Хаджимба о присвоении очередных воинских званий. Указами главы государства полковнику, заместителю министра обороны Надару Авицба присвоено звание генерал-майор. Полковнику, военному прокурору республики Адгуру Агарба звание генерал-майор юстиции. Затем состоялся праздничный концерт для ветеранов войны. Правопорядок в ходе майских праздничных мероприятий полностью обеспечивается личным составом МВД Абхазии, которое располагает всеми необходимыми силами и средствами для принятия мер по обеспечению безопасности граждан и гостей республики. Об этом говорится в комментарии МИД республики, сделанном в связи с распространением информации о том, что подразделения военной полиции Южного военного округа будут контролировать соблюдение правопорядка и дисциплины в местах проведения массовых праздничных мероприятий, таких как совместная парадная шествие по улицам столицы Абхазии, возложение венков на мемориалах, развлекательные спортивные утренники с участием членов семей военнослужащих. Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает информационные агентства впредь корректно обращаться с информацией и не допускать распространения заведомо непроверенных данных. Накануне празднования 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны представители Торгово-промышленной палаты республики посетили дома ветеранов, проживающих в Сухуме, и поздравили участников Великой Отечественной с наступающим праздником, вручив им денежные подарки и сладости. В преддверии 9 мая все спешат поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Уже по сложившейся традиции Торгово-промышленная палата Абхазии навещает всех участников и инвалидов войны, проживающих в Сухуме. В этом году сотрудники ТПП посетили 11 ветеранов. Валентина Шульгина – единственная оставшаяся в живых в Абхазии участница Сталинградской битвы. Ветеран живет в небольшом аккуратном домике с приусадебным участком, за которым в свои 96 лет ухаживает самостоятельно, сажает овощи и цветы. За проявленное мужество в боях за Сталинград Валентина Ефимовна награждена медалью за отвагу и орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву. Преклонный возраст не помеха для ветеранов в ее активной жизненной позиции и оптимизме. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победы ждали мы 4 года суровой и изнурительной войны. Уже закончилась война, изгнили все солдатские шинели. Но для народа нашего всегда останется победный 45-й. У каждого ветерана за спиной удивительная история жизни. Их смелости и трудолюбию может позавидовать каждый. Филипп Артюх принимал участие в боях за освобождение Кавказа. После ранения Филиппа Ивановича направили в Абхазию на строительство Черноморской железной дороги. Здесь он и остался жить. Много лет ветеран проработал в железнодорожной отрасли. С супругой Любовью он познакомился тоже в Абхазии. Их счастливому браку 73 года. В войну я был автоматчиком. Кутаиси получили оружие, и вышли пацаны таким же. 18 лет. Защищать Родину. И защитили этого паразита, надавили гада этого. Это не я говорю, а весь мир говорит на это. С каждым годом, к сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. Они уходят, унося с собой живую летопись той страшной войны. Очень важно, пока живы ветераны, проявлять к ним заботу и внимание. Такие моменты в их памяти остаются надолго. Торгово-промышленная палата в очередной раз поздравляет ветеранов с наступающим великим праздником, Днем Победы, 9 мая. Искренне желаем добра, здоровья, тепла. Забыть о том, какой ценой добыли эту победу, будет неправильно. Надеюсь, подрастающая молодежь, будущее поколение поддержат и будет продолжать эти традиции, заложенные Геннадием Леонидовичем. С искренней радостью ветераны принимают поздравления. Они не привыкли жаловаться и с оптимизмом смотрят в будущее, желая мирного неба подрастающему поколению. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне столичные школьники приняли участие в военно-патриотическом мероприятии в Музее боевой славы имени Арзенба. Учащиеся Государственного Сухумского лицея, 6-й школы имени Комарова и 4-й имени Гуля имели возможность узнать больше о событиях Великой Отечественной войны, пройтись по залам музея, прикоснуться к истории. Мероприятие организовано дирекцией Государственного музея боевой славы имени Арзенба при поддержке Управления общественной безопасности МВД Абхазии. Репортаж Гугуцы Вардания.
События Великой Отечественной войны сегодня – это уже далекое прошлое, но память о ней жива, и очень важно передать подрастающему поколению историю и знания. С этой целью и было организовано военно-патриотическое мероприятие для школьников Музея боевой славы, в котором приняли участие учащиеся Государственного Сухумского лицея-интерната 4 и 6 школ столицы. У входа в музей школьникам были зачитаны рассказы на тему «Наше Отечество. Патриотизм народа». Дети с интересом слушали истории военных лет, а также могли задавать вопросы. Кроме того, им были вручены и георгиевские ленточки – символ победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано при поддержке Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия. Подразделением по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел проводится мероприятие гражданской военно-патриотической направленности для несовершеннолетних школьников, обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях города Сухум. Это дети, которые принимают участие в наших мероприятиях, которые отличились в тех или иных мероприятиях в течение учебного года. Мероприятия были спортивной направленности, проявили себя активисты, дети, которые принимали активное участие не только в школьных мероприятиях, но в общественно-культурных. Затем в кинозале музея состоялся показ документального фильма «Санчара» о судьбах советских солдат, павших смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими войсками на Санчарском перевале в 1942 году и о том, как погибшие воины обрели покой в братской могиле на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Пску. Рассказ ведется от имени 33-летнего минометчика из Саратова Александра Ионова, чей медальон был обнаружен в ходе одной из экспедиций на Санчарский перевал. Как говорит автор идеи документального фильма, заместитель директора Музея боевой славы Николай Медвенский, очень важно помнить героев Великой Отечественной войны, передавать историю их жизни и подвига подрастающему поколению. Вы все знаете о том, что из Абхазии более 55,5 тысяч человек ушло на фронт, не вернулись в родные очаги 17,5 тысяч, то есть погиб каждый третий. И трудно найти семьи, в которой кто-либо не воевал или, скажем так, не трудился в тылу. Для нас, воевавшее поколение, это деды. Для них уже прадеды, да, 4-е поколение. И то, что ребята помнят о подвигах своих старших, о военном пути. Уж мы-то в Абхазии, к сожалению, хорошо знаем, что такое война. Для того, чтобы подобное не повторилось, для того, чтобы все это передавать. Кроме того, в зале музея была организована литературная программа. Дети декламировали стихотворения, исполняли танцы и песни военных лет. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Мы помним тех людей, которые принесли нам победу, этот день. Все мы должны помнить, знать и передавать всем последующим поколениям. Очень понравилось мне сегодняшнее выступление каждого ребенка. Такие мероприятия у нас проводятся все время во всех школах. Программа завершилась экскурсией по залам музея. Гид познакомил детей с тематикой экспонатов музея, большая часть которой была посвящена Великой Отечественной войне. Вниманию юных посетителей были представлены письма, документы, фото военных лет, оружие и обмундирование времен Великой Отечественной войны. Экспонаты музея вызвали большой интерес у детей. Гугут Савардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В парламенте Абхазии прошли совместные слушания членов инициативной группы по продвижению законопроекта о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера с депутатами Народного собрания. Обсуждались предполагаемые поправки к закону. На репортаже Ирины Аршба. Законопроект о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера публичными служащими депутатами был принят депутатами Народного собрания Абхазии в первом чтении в конце февраля текущего года. На слушании, состоявшемся в парламенте с участием членов инициативной группы и некоторых депутатов, были обсуждены предполагаемые поправки к данному закону. Кроме того, как отметил депутат Астамур Логуа, есть предложение рассмотреть возможность принятия закона, согласно которому декларировать свои доходы и расходы будут не только публичные служащие и депутаты, но и все граждане Абхазии, вне зависимости от занимаемой должности.
В первоначальной трактовке закона публичные госслужащие и депутаты должны предоставлять заполненные декларации в отдел кадров по месту работы. Согласно предлагаемой поправке, документ надо будет направлять в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте ведомства. Члены инициативной группы считают, что в данном вопросе нужно использовать мировой опыт и доверить важную и ответственную функцию главному фискальному органу страны. А по мнению председателя парламентского комитета по правовой политике Валерия Агарба, данной функцией надо наделить контрольную палату Абхазии. В данном случае Министерство по налогам оно является органом центральным органом госуправления, которое в структуре премьер-министра, вице-премьеру, президенту, в том числе и парламенту. И оказать влияние не надо здесь ссылаться на мировую практику, ни на какие страны. У нас своя особенность, и в данном случае мировой опыт на нас не всегда влияет положительно. Но влияние на Министерство по налогам и рычагов, в том числе на министра, на какое-то управление, тем более кадров, намного больше, чем на ту же контрольную палату. Даже статус председателя контрольной палаты, у него статус премьер-министра, а не министра и уже не вице-премьера. Наша задача, как мы сейчас рассматриваем, на постоянной основе сделать систему, которая будет работать на постоянной основе. Но мы исходили вот с моими единомышленниками из общепринятой мировой практики, не из-за того, что там какой-то орган нам больше нравится, какой-то меньше нравится. В принципе, мы стремимся, чтобы общество было по возможности максимально открытым. Злоупотребление или плохая работа может быть в любом органе, в том числе и в контрольной палате. И такие претензии, наверное, тоже возможны и к Министерству по налогам и сборам. Но мы как бы приняли за основу решения своей позиции, что этим органом в общемировой практике является Министерство по налогам и сборам. И считаем, что это при наличии достаточно высокой компетенции и, так сказать, транспарентности деятельности, это будет достаточно эффективно. Закон стандартный, то есть любой чиновник декларирует свою собственность. Если он соврет и не задекларирует свою собственность, то в маленькой Абхазии это быстро обнаружится, гораздо быстрее, чем в крупных странах. Да пусть контрольная палата, пусть контрольная палата, пусть вы, пусть исполнительная власть, то есть все друг за другом будут приглядывать, мы будем разоблачать друг друга, допустим, в худшем состоянии, да? И вот так все это вылезет наружу. В поправке, о которой идет речь, в случае нарушения статей закона предусмотрена и ответственность, а именно освобождение декларанта от занимаемой должности. Участники встречи согласились с данной трактовкой. При этом они отметили, что здесь необходимо будет вносить дополнения в профильные законы министерств и ведомств. На мой взгляд, то есть, данный проект, который принят уже в первом чтении, он будет первым шагом к тому, чтобы прийти и к всеобщему декларированию. И если же мы будем дожидаться, что пока все отраслевые законы будут приняты, тогда мы ни один закон никогда не примем. Потому что даже когда на любом заседании сессии парламента мы когда новые законы предлагаем, а не о внесении изменений в действующие новые законы, всегда речь идет о том, что после его принятия, вступления в силу, даже до вступления в силу, будут внесены изменения для его эффективной реализации в другие законы. Согласно законопроекту о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера, декларант обязан предоставлять сведения не только о своих расходах, но и о расходах членов своей семьи и близких родственников. Участники встречи также обсудили вопрос, кто именно входит в понятие близкого родственника и, учитывая абхазский менталитет, как должен быть обозначен этот круг. В первоначальной версии этого законопроекта было записано, значит, декларант — это чиновник, супруг, супруга и несовершеннолетние дети. Есть люди, которые видят и предлагают вернуться к тем позициям, которые были заложены в изначальном проекте закона. Есть, значит, второе предложение, тоже части наших коллег, которые говорят, что если вы ищете объективности
еще больше людей и так далее. Вы, говорите, почему ограничиваетесь, грубо говоря, братом, сестрой? У нас, тем более, учитывая абхазскую ментальность и так далее, сосед, двоюродный брат, дядя, тетя и так далее, может быть, будет справедливее, значит, принять закон, по которому все граждане Абхазии будут сдавать декларации. Все граждане, без исключения. В Абхазии проживают там, граждане из другой ментальностью. И вот здесь надо очень подходить взвешенно и там не по месту там, жительства определять. Например, там, мать, отец, брат, сестра, сын, дочь. Потому что вот Астамур говорил, что были предложения, это и племянники, племянницы, дяди, тети. Но учитывать еще такой момент, если мы круг родственников будем расширять, те родственники, которые в том числе проживают и за пределами Абхазии, кто в России, кто в другой стране, и вдруг она вам, родному брату, не предоставит информацию обо всем своем имуществе, о своем банковском вкладе, может, вот она отказалась нам предоставлять. В итоге было решено провести еще одну встречу с участием всех членов парламентского комитета по правовой политике, с тем, чтобы вынести уже готовый законопроект на заседание сессии Народного собрания. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухумской средней школе номер 3 состоялся конкурс исследовательских работ школьников по предметам фольклор, абхазская и русская литература, история Абхазии, география, физика, геометрия, биология, химия и робототехника. Всего к конкурсу было представлено 40 работ. Конкурс проводится с 2009 года. В этом году работы школьников оценивало жюри, в которое вошли представители Абхазского института гуманитарных исследований, АГУ и Министерства образования и науки Абхазии. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Министерства образования и науки. В селе Дурипш Гудаутского района завершены все подготовительные работы для проведения первенства района по конному спорту. По традиции соревнования проводятся 8 и 9 мая, посвящены они Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в турнире примут участие команды из 7 сел района. В программе соревнований национальные виды конного спорта – Атшилампл, Азрейгудзера, джигитовка, рубка, а также скачки на различные дистанции. Начало турнира в 10 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможно гроза, местами туман. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.